Возгорание деревянных домов в Якутске – поджог или случайность? На этот вопрос ответили представители пожарного надзора и следователи в ходе специальной пресс-конференции. С подробностями Виталий Абрамов. Всего с начала года произошло 27 пожаров, при которых пострадало 5 человек и 4 погибли. 2/3 возгораний произошли за последние 2 месяца. У общественности Якутска появились резонные подозрения. А не орудует ли в столице пироман-поджигатель? Поджог, да? Потому что вот с соседями разговаривал, я говорю, что, давно же выселяют? Лет 20 не могут выселять. Но 1 000 000 рублей дают, что за 1 000 000 квартиру купишь? Нет, конечно. Вот они и живут на свой страх и риск. Следственные органы взяли на рассмотрение 14 случаев пожаров. И только в 2 материалах установили виновных и возбудили уголовные дела. Но основными причинами возникновения пожаров в жилых домах остаются нарушения пожарной безопасности. Могу привести пример. Вот Пионерская 6 у нас пожар был. На Пионерская 6 квартира сдавалась, арендаторы там распивали спиртные напитки. Включили электроплиту и оставили без присмотра. В результате чего нагрев близлежащие обои на стене были и последующим уже горение. Вину застройщиков, которые подозревают горожане, правоохранительные органы не рассматривают, так как поджигать дома невыгодно как для застройщиков, так и для окружной администрации. Независимо от того, сгорел дом, частично сгорел, полностью сгорел, но в любом деревянном доме есть собственники. И земельный участок в силу нашего действия законодательства обременен правами этих людей, этих собственников. И пока право человека будет прекращено, то есть по-простому, пока ему не будет предоставлено иное жилое помещение, на различных условиях, там, или в исполнении программы, или просто предоставление за счет застройщика, то есть по сути этот земельный участок никому не может быть отчужден. Как пояснили следователи, в ходе расследования причин пожаров в число подозреваемых обязательно включаются и застройщики. Но за последние годы строители еще ни разу не проходили в качестве обвиняемых по делам о поджогах домов. Именно застройщиков, то действительно те факты, которые были, то прямого интереса и причинной связи, да, выгода какая от них получается, да, допустим, нами установлено не были. Поэтому сейчас от имени Следственного управления ничего конкретного в этой части не могу утверждать. Таким образом, вопрос об увеличении количества пожаров в жилых домах остается открытым. В свою очередь, студенты хотят организовать ночное дежурство возле деревянных домов, которые подлежат сносу. Таким образом, молодежь надеется защитить их от умышленных поджогов. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, новости столицы.